Приветствуем пользователей интернета и посетителей сайта Кабарлар. Сегодня мы будем говорить о развитии информационно-коммуникационных технологий и рынка услуг связи. У нас в гостях президент открытого акционерного общества «Кыргызтелеком» Алмазбек Кадыркулов. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы относительно недавно встали у руля стратегического предприятия нашей страны. Положение его определенное время вызывало серьезные опасения. Что удалось за это время изменить? Каковы планы? Относительно недавно, это год. Год — это, в принципе, уже срок. За год проделана, в принципе, достаточно хорошая работа, но успокаивать себя или останавливаться на этом даже нет никакой мысли. Проблема в телекоме была в следующем. Когда мы только пришли, в телекоме сохранялись старые методы работы, то есть работа ради работы, а не ради результата. Без учета рыночных потребностей и с учетом того, что, опять же, ИКТ — это отрасль, которая развивается семимильными шагами, телеком каждый день отставал, получается. Высокий износ оборудования, не было обучения переориентации коллектива, то есть все новые технологии, которые внедрялись в жизнь в области ИКТ, проходили мимо телекома. Сейчас мы стараемся сделать все таким образом, чтобы, по крайней мере, первый год мы пытаемся поменять процессы в работе и приостановить падение самой компании. То есть если в прошлом году мы говорили о том, что компания на грани банкротства, то сейчас уже есть и виден свет в конце туннеля. Те, скажем, проекты, которые нами запущены и, дай бог, в ближайшее время реализуются, это в начале октября, конец сентября мы рассчитываем закончить Волс Бишкек-Ош, что даст нашим южным областям сносный, хороший, качественный интернет, который мы имеем здесь. Также мы рассчитываем закончить первый этап цифрового телевидения. Это говорит о том, что мы реализуем госпрограмму по цифровому телевидению, и нет угрозы, что в 2015 году и в дальнейшем мы окажемся в каком-то информационном вакууме. Вот это вот сложное положение, в котором в свое время оказался Кыргызтелеком, чем было вызвано? Потому что компания, по большому счету, имела уникальные стартовые возможности, когда она была фактически монополистом на рынке услуг связи. Там, скорее всего, сложилось таким образом, знаете, взаимоотношения государства и компании не были правильно расписаны. То есть получается так, что мы были не социально ответственной компанией, а социально обязанной компанией. И все законодательство было сделано таким образом, что при визуальной поддержке она просто гробила компанию. То есть нас делали монополистами, мы не могли быть гибкими. Рынок, он диктует таким образом, что любой потребитель, то есть при отсутствии потребителя компания не может существовать. А в Кыргызтелекоме все делалось таким образом, что при законодательном оснащении этой компании мы каждый день теряли потребителя. То есть она громоздкая, большая компания, которая не могла двигаться. То есть тот же закон о связи говорит о том, что Кыргызтелеком не может заниматься мобильной связью. А при развитии именно мобильной связи и ШПД основная компания, которая в свое время, буквально 10 лет назад мы владели более 70% рынка, сейчас у нас составляет не более 8%. Это, представляете, какое падение? То есть в свое время, если бы компания, допустим, вложилась вовремя в развитие сотовой связи, это принесло бы хорошие дивиденды, наверное, и компания бы шагнула вперед. Скорее всего, да. То есть в свое время есть исторические факты, что Кыргызтелеком и вкладывался, будучи учредителем некоторых сотовых компаний. Но благодаря, скажем так, в кавычках, некоторым действиям где-то доли терялись, где-то еще что-то терялось. В свое время, в 2005-2006 году были приобретены лицензии на GSM 900, GSM 1800. И логически, и стратегически было правильно. И сейчас тоже мы еще взяли лицензию на 3G. Допустим, запускать сейчас на наш конкурентный рынок еще одного оператора связи в GSM, это создавать еще одну какую-то пшик-компанию. А 3G, например, мне кажется, пойдет, если будут доступны хорошие цены, потому что рынок-то еще конкурентный, но там можно поиграть ценами. Знаете, там получается ситуация такова, что для того, чтобы развить еще одного мобильного оператора у нас в Кыргызстане, потребуются очень большие средства, которые телеком мог бы использовать в других отраслях, допустим, в интернете или в чем-то. Создание КТ-мобайла и приобретение лицензии 3G
это капитализация компании для того, чтобы привлечь реального инвестора, который мог бы вложиться и составить конкуренцию действующим сильным операторам, а не так, чтобы создавать для... Вот многие задаются вопросом, почему Кыргызтелеком не создает сотовую компанию. Если создаст Кыргызтелеком сотовую компанию, то мы все будем пользоваться, потому что это национальный оператор. Но это самообман. Потому что для того, чтобы Кыргызтелеком создал нормальную, качественную сотовую компанию, и которая была бы и давала бы все те же условия, которые дает компания, которая существует уже на этом рынке, для этого потребуется колоссальные средства, колоссальное переобучение, это время, это это самообман. Поэтому вот просто так сейчас запускать Кыргызтелеком нет такой надобности. Насколько сказалось вот на таком непростом положении компании попытка, скажем так, приватизации Кыргызтелекома? И как сейчас обстоят дела? Есть ли эти мысли до сих пор? Тут вот должно быть четкое понимание у всех по поводу приватизации. Приватизация Кыргызтелекома не может быть произведена правлением Кыргызтелекома, советом директоров и даже фондом госимущества, основным владельцем акций. Так как Кыргызтелеком, его подразделения РПО и РМТР внесены в список страт-объектов, это решение может принимать только Джугурку Кенеш. В принципе, для развития компании было бы, наверное, правильно посмотреть опыт других стран и, возможно, где-то сделать приватизацию. Или, возможно, допустим, как сделано в Казахстане, была приватизация, потом реприватизация, возвращение средств. То есть для того, чтобы и присутствие каких-то опытов удачных, это должно приветствоваться. И потом не надо смотреть, допустим, на соседние страны, на более успешные, там, Korean Telecom, Norge Telecom, France Telecom. Они все компании, которые в основном частники. И там есть блокирующий пакет акций у государства. Вот тоже шикарный пример есть. Вот бурное развитие связи на фиксированной связи как-то сказалось, стало меньше абонентов, нагрузка на сети снизилась, рентабельность компании как после этого повела себя? Фиксированная связь у нас падает с каждым днем, и это надо понимать. Это все видят, все представляют, что у нас сейчас, допустим, на сегодняшний день у Кыргызтелекома 400 тысяч абонентов всего лишь по фиксированной связи. Гораздо удобнее, наверное, вносить в кармане маленький гаджет и пользоваться всеми услугами, чем дома там. Но это, скажем так, при всей своей архаичности фиксированная связь имеет будущее. То есть это необходимо понимать, что фиксированная связь сейчас покрывает 90 с лишним процентов страны. То есть по нашим будущим планам, если у нас есть в планах развития, то есть покрыть волсом всю страну, таким образом мы сможем дать в каждый дом кыргызстанцу 3 в 1. Это высокоскоростной интернет через фиксированную связь, это сотовую приличную связь, это СИП-телефония, опять же, через фиксированную связь и цифровое телевидение. То есть благодаря той меди, которую мы потом собираемся переложить на оптику, то есть мы это можем получить. То есть планы как бы большие, да, компания не сдает позиции? Нет. Компания ни в коем случае не должна сдаваться. У нас хороший, работоспособный, большой коллектив, 4 с лишним тысячи человек. Необходимо их переобучать, их переориентировать, затачивать каждого из них на продукт. Они все реально болеют, понимают, они живут компанией. Необходимо просто где-то там подсказать, где-то направить. И необходимо время и терпение. Вот чего, скажем так, очень сильно нужно. И поддержка всех, абсолютно всех. Было предбанкротное состояние. За год вы отошли от этой опасной черты. Получает сейчас Кыргызтелеком прибыль? Кыргызтелеком какую-то прибыль получает. Но, понимаете, у нас, допустим, от предбанкротного состояния, вот знаете, у нас допустим, я сейчас скажу какую-то фразу предбанкротная или там банкротная. Люди, да, аудитория услышат только это слово и только его запомнят. Поэтому надо сказать следующим образом. Мы управляем ситуацию. Ситуация улучшается. Но для того, чтобы она была хорошей, чтобы прибыль пошла, надо затягивать пояса всем. Конкретно всем затягивать пояса. У нас, при том, что у нас низкая заработная плата по сравнению с другими операторами в области информационно-коммуникационных технологий, фонд заработной платы у нас превышает 40% расходов.
Это из-за того, что коллектив, наверное, очень большой. Коллектив большой, у нас как бы коллектив большой, но, соответственно, где-то нагрузки не хватает, где-то у нас, возможно, мы не дорабатываем. То, что, допустим, где-то нет нагруженности. В то же время вот это смотришь, это у нас везде. Вроде во всех областях есть такая ситуация, когда работа ради работы. Вот именно перенаправить на продукт, который продукт человека, часы, продукты, KPI, все это вводится сейчас тихонько-тихонько. Но необходимо время в любом. Ну, то есть нужно коллектив немножко переориентировать и его готовить, да, вот к этим, к нововведениям, к перспективным направлениям, программам, проектам. Да. Ну, в этом направлении мы проводим обучение. Бюджет обучения мы увеличили в коллективе, переобучение. То есть все делается для того, чтобы... Вот с планами по обеспечению Юга Республики хорошим интернетом, понятно, еще чем-то абонентов вы планируете порадовать, скажем так? Но мы сейчас строим усиленно домовые сети по всем городам. Потом мы делаем бесплатные Wi-Fi зоны. Уже свыше 50 точек по всей стране. Мы до 100, наверное, увеличим это. Потом у нас есть наше подразделение, это наше IP-телевидение, ЗОР-ТВ. Мы увеличили количество каналов до 85. Сейчас ЗОР-ТВ уже может получать Иссык-Кульская область, Таласская область, Чуй, Бишкек без проблем. Думаю, где-то уже в тестовом режиме запущено в Аше, и где-то до конца сентября мы запустим ЗОР-ТВ в Аше. А с появлением оптоволокна на юг мы весь юг покроем IP-ТВ. ЗОР-ТВ, я так понимаю, это первый пробный шар в плане перспектив перехода вообще на цифровое вещание. Там у нас получается, как, смотрите, технология цифрового вещания есть такая IP, кабельная, спутниковая и цифровое. То есть то, что цифровое, это отдельный проект, это в реализацию госпрограммы по мультиплексам. Ко всему прочему есть кабельная, это вот IP-ТВ, и есть еще спутниковая. То есть всеми этими технологиями, в принципе, Кыргызтелеком владеет. И по поводу цифрового вещания, там цифровое телевидение — это момент сжатия, момент передачи картинки. То есть и то, и другое будет давать довольно-таки высококачественную картинку, которую народ может, население Кыргызстана, получать, я надеюсь, в ближайшем будущем от Кыргызтелекома полностью. Какие еще планы и проекты есть, которые могут быть реализованы в ближайшее время? Есть большие проекты, такие грандиозные, это называется Smart Country, умная страна. Это, в общем, но тут без поддержки всех она тяжело реализуема. Этот большой проект, он подразумевает следующее. Впереди всех проектов инфраструктурных должен стоять ВОЛС. Это оптика. То есть надо понимать, что $1, вложенный в ВОЛС, дает в 10 раз больше пользы для ВВП, чем $1, вложенный в любую другую инфраструктуру, будь то дороги, электроэнергия. И если мы всю страну покроем ВОЛСом, то таким образом мы можем обеспечить себе безопасную страну, безопасные дороги, электронное правительство, электронная медицина, электронное образование и прозрачные границы для таможников, и в то же время эти границы под замком для наших пограничных служб. То есть это очень большой проект, который нами сейчас ведется, он в проектном состоянии сейчас. Мы уже в ближайшем будущем, думаю, до конца года мы сделаем презентацию, а потом после этого уже будет финансовая сторона, сколько этот проект может стоить, окупаемость. Ну, то есть это реальный проект, который хотелось бы организовать его в рамках ШОС, чтобы показать, что какая-то страна ШОС уже реализовала этот проект. Что ж, спасибо за то, что нашли время прийти к нам в студию, пообщаться и рассказать. Я напомню, что у нас в гостях был президент открытого акционерного общества «Кыргызтелеком» Алмазбек Кадыркулов. Всего доброго, до свидания.